ШОС, эта организация потихонечку меняется. И она меняется очень интересно, потому что там начинает доминантной фигурой быть Китай. Ну, вообще Китай потихонечку вытесняет Россию с региона Центральной Азии. Получив однажды в руки вооружение, народ может стать неуправляемым. Это очевидно уже подготовленность. Эта зона усилена не была. Не очень честно. Все-таки мы делегируем государству слишком большие функции. А баткенцы — это люди с самой высокой культурой труда. Они столько работают. Я помню, это было после взятия талибами Кабула. Говорили о том, что сейчас настают времена коллективных организаций безопасности. И вот то, что сейчас происходит, это, мне кажется, в какой-то мере подтверждает ваши слова. Нас втягивает, нами играет. И вот в свете последних событий, ну, как вы продолжили бы вашу эту мысль? Что касается международных организаций, таких вот коллективных, они переживают такой серьезный вызов, как, собственно говоря, все такое инфраструктурное, геополитическое в мире. Сейчас все институции, все соглашения, международное право переживает вызов, и мы понимаем, что это такой еще и такой эксперимент на прочность. Международные организации в первую очередь. История меняется, появляются новые вызовы, и происходит очень такая сильная рокировка между различными игроками. И тогда эти союзы рушатся, они становятся потенциальными или депотенциальными, и наполняются какими-то новыми функциями. Вот сегодня такая ситуация очень четкая. И это зависит даже не от самих организаций, а от того, как меняются силы давления. Да, мы видим, что бывшие когда-то лидеры, они теряют свою силу, и тогда все быстро группируется в другие моменты. Сегодня для них вызов в первую очередь, в чем они функциональны, могут ли они выполнять свои функции, там, гуманитарные, миротворческие или другие, насколько они искренние. Или они работают только как бы в интересах одного или двух игроков. На самом деле это коллективная некоторая институция, которая решает серьезные вопросы. Вот сейчас такой вызов. Мне кажется, что в ближайшее время некоторые из таких вот организаций будут потихонечку рассыпаться или рутинизироваться. Например, есть такая организация, как СНГ. Они собираются, у них есть ассамблея межпарламентская, что это такое, но по большому счету большой роли они уже не играли. Да? И главное, ее похоронил в первую очередь сам Путин, когда обозначил. Но они ведут свое существование, но это уже уходящая организация. Таких организаций много, и всегда это стоит вопрос доверия к своему лидеру этой организации. Мне кажется, что многие организации вот эту потенцию свою теряют, лидерскую, миротворческую, гуманитарную, они не выполняют ее. Или они становятся каким-то некоторым противостоянием другим силам, другим группам. Поэтому сегодня мы видим, что НАТО и ОДКБ, они имеют некоторую такую свою оппозицию, да? И они поддерживают страны, которые на сегодняшний день имеют по разные стороны конфликта. Ну вот мы, Кыргызстан, состоим в ОДКБ, и Таджикистан состоит, да? И в это же время конфликт на этот раз произошел, когда проходил ШОС. И как-то было многих вот возмущало или смутил, или я не знаю, как правильно назвать, что лидеры двух стран там вместе находятся в то время, когда воюют их страны. Ясно. Что касается ОДКБ, надо понимать, что в ОДКБ, в принципе, все страны лояльные Москве. И Таджикистан, и Кыргызстан — это максимально... Это страны, где элиты этих стран максимально лояльны Москве. Соответственно, их позиция, она такая недоминирующая, мягко скажем. Что касается ШОС, эта организация потихонечку меняется. И она меняется очень интересно, потому что там начинает доминантной фигурой быть Китай.
В свое время как бы там были две разнозначные фигуры – Россия и Китай. Сейчас мы видим, что Китай больше превалирует. Потихонечку она вводит новых игроков. Они на разных статусах, но они входят. Вот когда сегодня происходит саммит ШОС, мы понимаем, что не все довольны, во-первых, самой организацией, самой мобилизацией в этой организации, ну и решением, которое принимает эта организация. Ну, на этот раз, мне кажется, это вот впервые, когда Китай официально провозгласил свою позицию по Центральной Азии, да, когда лидер Китая объявил, что гарантирует территориальную целостность Казахстана. Что это меняет для Центральной Азии? Ну, вообще Китай потихонечку вытесняет Россию с региона Центральной Азии. Вначале они делали очень вкратчиво, потихоньку, через экономические, инфраструктурные какие-то вещи. А сейчас они уже заявляют себя гораздо более активней. Я бы сказала, что первый такой сюжет был во время январских событий в Казахстане. Теперь мы это видим уже в открытую, да, они об этом заявляют. Это очень интересная коммуникация, взаимодействие между Москвой и Пекином, которые как бы демонстрируют свое партнерство, дружбу и так далее. Но на самом деле мы видим, что в ситуации, когда Москва проживает свои внутренние катаклизмы и сбрасывает все ресурсы на ту войну, которую она развивала, Пекин очень сильно набирает вес и потихонечку вытесняет ее из региона, в том числе Центральной Азии. Я уверена, это не только про Центральную Азию разговор. Конфликт, который произошел в эти выходные. Да, это может быть в какой-то мере реакцией России на то, что она теряет здесь свои позиции? Ну, такую точку зрения высказывают многие. Ну, вообще-то, это не связано с Китаем, да? У России сейчас очень уязвимая позиция. Они очень ослаблены внутренне и ослаблены внешне. Они развязали братоубийственную войну в Украине, которую они рассчитывали в течение нескольких дней выиграть. Война длится полгода, а сегодня Россия теряет позиции и отступает. Безусловно, в такой ситуации ей очень важно заявить о влиянии на другие свои бывшие сателлиты, которые на самом деле они курируют до сих пор, учитывая информационное пространство, лояльность властей. И тогда мы можем посмотреть на то, как после того, как развалился СССР, и после того, как все там в России спохватились о том, что якобы потеряли свои территории, стали формироваться на этой пространстве буферные зоны. Такие далеко не однозначные буферные зоны на территории Кавказа, на территории Приднестровья, Карабах. И вообще это, с одной стороны, конфликтная ситуация, с другой стороны, всегда выгодная ситуация, потому что появляются некоторые зоны бесконтрольные, хаотичные, а хаос — это всегда возможность управлять. И развязывая такие зоны, всегда появляется спрос на то, чтобы их спасать. И тогда подключаются разные внешние силы, третьи силы, международные организации. И я предполагаю, что то, что происходит в Центральной Азии, то, что происходило в Центральной Азии несколько раз, это тоже была попытка сформировать такие зоны. Вот. И таким образом удерживается влияние очень активно. И таким образом бывшие сателлиты можно удерживать в этой зоне. Другое дело, что время меняется, технологии меняются, и люди очень быстро начинают распознавать такие моменты. Если они распознают эти моменты и адекватно реагируют, в том числе политики, лидеры стран, тогда вызов можно обойти, этот риск. А если нет, то они попадают в эти ловушки. Вот один из членов ОДКБ, Армения, да, вчера там, во время митинга прозвучало, что Армения должна выйти из ОДКБ. Как вы думаете, Кыргызстану тоже есть смысл выйти? Вообще, это очень странная организация со странным мандатом, с высоким уровнем интерпретации всего того, что происходит на этой территории. И
для Кыргызстана это очень сложно выйти из этой организации, учитывая наличие там военных баз. Второй момент. Чтобы выйти из какой-то такой коллективной организации, государство, особенно ее лидеры, элиты, власть, они должны четко вести стратегическое, иметь свою стратегическую видение и свою стратегию. И они очень точно должны понимать свою субъектность. Если у них есть эта субъектность, если у них есть там воля, если у них есть своя стратегия, то они могут выходить, потому что у них есть определенные ценности, своя концепция, и, соответственно, ей они ведут эту политику. Ну, например, Туркменистан. Что бы мы ни говорили, они заявили, что у них там концепция нейтралитета, и они четко ей придерживаются. Мне очень сложно сегодня сказать, какая концепция есть у Кыргызстана. Она все последние годы, я бы даже сказала десятилетия, последний раз что-то внятное пытался формировать Акаев Оскар, когда он говорил про многовекторность, про «и/или». Больше после этого все остальное было, концепции не было, она была невнятная. Более того, она была ситуативной. Настолько, что, в принципе, первые два президента на этом пострадали. Я имею в виду Акаева и Бакиева. По сегодняшний день четкую концепцию, стратегию независимого суверенного государства, которое имеет свою субъектность, я не вижу. Она по-прежнему ситуативна. И последние события в Баткене это только подтверждают. МИД нашей республики этот конфликт первый раз назвали актом вооруженной агрессии в отношении Кыргызстана. Это что-то означает в нашей политике или... Вы знаете, политика, последние события — это уже такая крайняя ситуация, когда вести стерильную политику и изображать, что это просто недоразумение, да, какие-то там конфликтные недоразумения уже невозможно. Это показывают разные параметры. Я не говорю про то количество людей, которое погибло. Если я не ошибаюсь, в одном из предыдущих конфликтов тоже около 30 человек погибло, и как-то очень на этом акцента такого сильного не было. Но уже мы видим даже по вооружению. Да? Дело в том, что вот произошла эволюция вот этого конфликта. В свое время я очень хорошо помню, что локальное в Баткене противостояние между местными населениями, оно велось там, люди камнями закидывали машины друг друга и так далее. Потом были автоматы. Сегодня это уже грады, это уже такое системное, да, оружие, это уже оружие нового поколения. Это очевидно уже подготовленность. Во-вторых, территория, приграничная территория, она уже вышла за территорию Баткена, да, это уже Чоңалай и так далее. Создается впечатление, что, во-первых, это действительно такая агрессия со стороны Таджикистана. Но здесь мы видим, что на том же саммите ШОС президенты Таджикистана и Кыргызстана заявляют о том, что это недоразумение закончилось и так далее. Но, тем не менее, обстрелы продолжаются. Это говорит, в свою очередь, о двух вещах. Первое, о том, что или Рахмон, или руководство Таджикистана лукавит, и они хотят дальше продолжать вот этот вот конфликт. Или второе, что вот эти вот боевые вооружения, а это мы видим сегодня, это опытные боевики, они просто уже не подвластны президенту Таджикистана. Тогда это говорит о том, что в Таджикистане в самом есть большие проблемы, комплексные. Мы знаем о том, что были протесты массовые в Хароге, и за последние годы в Таджикистане тщательно скрываются эти протесты, люди протестуют. И тогда это говорит о том, что Таджикистан может стать зоной непредсказуемости, зоной нестабильности. И это несет последствия не только для Таджикистана, но и для региона. Особенно учитывая, что Таджикистан наш сосед, особенно учитывая, что Таджикистан граничит с Афганистаном. Тогда нужно уже прогнозировать наперед о том, что может быть в регионе в будущем. А это все гораздо, может быть, серьезнее, чем мы предполагаем даже на сегодняшний день, на наши те потери. Потому что на самом деле ситуация в мире поменялась.
Вначале мы говорили про деколониальный поворот, о том, что вот идут автократии, идет такая радикализация. Но сегодня мы видим, что постсоветское пространство — это пространство войны вновь, после такого большого периода. И все самое непредсказуемое, все самое радикальное может случиться. Здесь вопрос о том, как поступит Кыргызстан, как поступит власть. Если это была запланированная вооруженная агрессия, то возникает вопрос, тогда и наша страна должна была готовиться, должна работать разведка, какие-то контрмеры должны были заранее готовить. По поводу заранее запланированного агрессии, это очень трудно говорить по Таджикистану сегодня. Я говорю, у меня такое ощущение, что складывается такое впечатление, что руководство Таджикистана не может справиться с той ситуацией, которая внутри проходят протесты, на то, что происходит приграничный конфликт, что они просто там боевые командиры уже выходят из-под контроля. Что касается Кыргызстана, я уже сказала, что большой вопрос, имеет ли она свою какую-то стратегию последовательную, не только приграничную. Сейчас речь идет уже о гораздо больших рисках и вызовах. Я не вижу пока никаких признаков того, что есть определенная стратегия, и государство, власть, органы безопасности к этому готовятся. Вообще за последнее время складывается впечатление, что органы безопасности больше готовятся к каким-то внутренним ситуациям, связанными с журналистами, с блогерами и так далее. Извините, я вас перебью, но в то же время журналисты, блогеры вчера высказали мнение, что пока нельзя критиковать власть в такой ситуации. Если общество ощущает тревогу за свою физическую безопасность, и оно не видит каких-то решений, и власть уже продемонстрировала свою неорганизованность и неготовность к конфликту, то общество имеет право задавать вопросы и актуализировать эти проблемы. Потому что этих проблем очень много, начиная с анализа ситуации. Правильно ли понимает власть, прежде чем делать какие-то стратегические планы, правильно ли понимает власть, что происходит все-таки в Баткенской области, вообще что происходило последние 30 лет. На мой взгляд, все последние 30 лет, все, что касается Баткена, это сплошные манипуляции событиями. Во-вторых, нет никакой институциональной памяти. И в-третьих, остаточный принцип. При том, что это стратегическая зона, она, безусловно, тает в плане границ и сел, и при этом такой какой-то стратегической политики не ведется. И вот последний конфликт показал, что на самом деле наши пограничники и наши ребята не были достаточно оснащены, не были достаточно готовы. Хотя очевидность вооруженных конфликтов безусловно высокая, постоянная, еще начиная с той Баткенской войны и заканчивая тем, что каждый год мы видим вооруженные конфликты, которые происходят. Тем не менее, эта зона усилена не была. Вообще, если смотреть, здесь вовлечены не только институты, например, правительства, органов безопасности, но и парламента. В свое время был принят закон, когда многие наши приграничные пункты были упразднены, да, вышки, и не только по Баткенской границе. В свое время была озвучена очень интересная, на мой взгляд, стратегия. Ее автор сейчас сидит в парламенте, Айджигитов, Султанбай Айджигитов, и она называлась «Текей-Секирик». Да? Когда я первый раз услышала, мне показалось смешно. А когда он ее всю рассказал и представил, это же часть ее, в принципе, он реализовал. Вот эти вот дороги, которые есть в Баткене, они нас впечатляют, потому что это стратегические дороги. Он простроил, это очень важно, да, дороги. И даже в последнем конфликте люди уходили по этим дорогам. Вообще это очень мощная стратегия развития региона. Я уже не говорю про то, что в свое время в Баткене есть такое место, Текей-Секирик, но в таком горной местности, кто ездил в Зардалы, видел, наверное, это место, где люди могли переходить и уходить при особых рисках и угрозах в свое время. И сейчас есть
нам нужно развивать Кыргызстан в целом, нам нужно развивать регионы, усиливать их экономически прежде всего. Тогда они будут обезопасены, тогда люди будут заинтересованы, тогда будут заинтересованы бизнес, инфраструктура. У нас же таких стратегических идей есть, но они не реализовываются. Или они реализуют, я не знаю, может быть, Осман это тоже имеет какое-то важное стратегическое наполнение, но нам его не озвучили. Нам просто сказали, что это будет круто и понтово. А насколько оно будет выполнять такую функцию, например, как ту, которую предлагал Султанбай Айджигитов? Может быть, пора про это подумать? Конечно, здесь речь идет про ресурсы, про бюджет и так далее, но, может быть, я очень надеюсь, что в нашей стране есть стратегия распределения и формирования бюджета. Но пока мы ее не видим. Вообще, я не знаю, у нас анализ безопасности в стране ведется или нет. Судя по тому, что я знаю по 10-му конфликту 10-го года, скорее всего, нет. Мы даже видим, что нет институциональной памяти, понимаете? Да, власть меняется постоянно, но тогда данные по каким-то периодам, по каким-то конфликтам должны собираться и сопоставляться. Я очень сомневаюсь, что в Кыргызстане есть такая системная аналитическая школа, связанная с безопасностью. Ну вот по вопросам безопасности как раз вот были некоторые публикации, которые подавались как вот советы со стороны Украины, да, как вести, как действовать в таких подобных ситуациях. И одна из таких предложений – это делать территориальные команды отряда обороны, да, теробороны. Вы думаете, у нас это сработает, потому что подобные инициативы у нас были, но они не были приняты, потому что есть опасения, что, получив однажды в руки вооружение, народ может стать неуправляемым, и тогда конфликт погасить будет очень сложно. Вы знаете, такое было, я не знаю, сейчас есть или нет, еще когда 10-15 лет мы смотрели, исследовали Баткенскую область, мы видели, как во многих селах приграничных, Нуаксак, например, были такие объединения молодых людей, которые вели такое дежурство. Они отслеживали порядок, понимая, что они находятся в такой уязвимой ситуации, понимая, что государство не готовит им такую полную защиту. Они мобилизовывались, они делали такие небольшие отряды, не отряды, а группы, и которые пытались себя хоть как-то обезопасить. Это, в принципе, нормальная вещь, это нормальная мобилизация людей, которые просто хотят обеспечить себе физическую безопасность. Даже я помню, что в одном селе они называли себя, это еще до тех Кыргчоро, которые у нас здесь буйствовали в Бишкеке, было такое объединение, они тоже называли себя Чоро, да? Это важно, это нормально, особенно в условиях, когда государство слабое. Я не знаю ситуацию в Украине, что предлагают украинцы, но я думаю, что какие-то такие протообъединения в Кыргызстане были. Другое дело, что они были, скорее всего, не системные, может быть, ситуативные, но с другой стороны, мне кажется, что это не помешает, но с другой стороны, мне кажется, это не очень честно. Все-таки мы делегируем государству слишком большие функции. Мы отплатим налоги. Баткен — это земля с минимальными возможностями. Например, Улюш, у каждого гражданина Кыргызстана есть свои наделы, да, Улюши. Если где-то в Нарене, в Чуйской области мы можем видеть до гектара, там 20-30 соток и так далее. Мы видим, что в Баткене, я была в селах, где имеют надел 2 сотки. А в округе Сулюкты, например, вообще не имеют такого надела. А это надел — это земля, на которую семья, человек может себя прокормить. При том, что они не имеют такие возможности, при том, что земля скудная, да, там, поэтому выращивают не баранов, а там, коз. При таких скудных ресурсах баткенцы — это люди с самой высокой культурой труда. Они столько работают, они вынуждены ехать в миграции, терпеть унижение, очень много тяжело работать. Больше всего гробов идет именно в Баткен. И при этом им еще нужно физически. Они молчаливо удерживают наши границы, сохраняют их. Это и бойцы, и бабушки, которые не хотят уехать. Там очень
В этой ситуации их нужно просто поддерживать. В них нужно поддерживать и с точки зрения безопасности, и с точки зрения экономики, и с точки зрения льгот, я считаю. Но такой ситуации нет. Это вообще это вообще драматическая ситуация. Сегодня после конфликта сколько людей вернется и будет жить на этих приграничных территориях? Президент подписал указ, им построят опять эти домики. Кто знает, как долго будут стоять эти домики и какие возможности будут у этих людей. Сколько людей вообще туда вернется.